Зиявидин Гаджиевич, добрый день. Добрый. В эти дни в Пекине проходит очередной саммит АТЭС. Россия в нем традиционно принимает участие. Насколько вообще важно для России участие в таком сотрудничестве и какие проекты сегодня в приоритете, какие планируются проекты реализовать в первую очередь? Для России в силу ее естественного географического положения, конечно, торговое взаимодействие и кооперация с Азией предельно критичны и важны, учитывая то, что мы находимся аккурат посередине между Европой и Азией, и в силу этого естественного срединного положения России, и учитывая большой достаточно товарооборот между Азией и Европой, он примерно, только в контейнерном выражении, 20 миллионов контейнеров в год, и благодаря России может и должна использовать эти преимущества, которые, собственно, сложились исторически. Что касается повестки сегодняшней и актуальных вопросов, которые были России анонсированы еще в 2012 году и достаточно динамично развиваются сегодня, это и партнерство по продовольственной безопасности, это и партнерство по инновациям. В рамках этого партнерства созданы две инициативы APEC Challenge и APEC Accelerating, то есть они достаточно динамично развиваются. Есть, конечно, проблемы, связанные с такими традиционными, скажем, вещами, как защита прав интеллектуальной собственности. И американцы, и некоторые другие страны, австралийцы, новозеландцы, канадцы, они в рамках, скажем, актуализации этих вопросов, они достаточно большие барьеры выставляют для стран, таких как Китай, которые являются потребителями, скажем, технологий, но эти вопросы решаются в рамках как раз этого партнерства. Еще одна российская инициатива, которая была анонсирована в 2012 году, это программа развития жилых городов, экологически чистых, удобных для проживания. Соответственно, в рамках вот этой инициативы тоже создана еще одна рабочая группа, которая носит название APEC Urban Network. И она тоже достаточно большой вклад за эти 2 года внесла, собственно, в развитие этой программы. Основным вопросом, собственно, и повесткой АТЭС является, как мы знаем, либерализация торговли. В рамках этого существуют, собственно, 2 такие большие инициативы. Это Транс-Тихоокеанское партнерство, которое двигает американцы и 11 стран, примкнувших, и региональная ассоциация всестороннего взаимодействия, которая двигает Китай. Там 4 страны. Соответственно, примкнули Китай. Соответственно, в силу того, что это является там основной темой, и в том числе для России, потому что, безусловно, там, с одной стороны, у нас достаточно мощный фронт там, азиатских стран, с которыми мы кооперируемся, и которые потенциально в силу сегодняшней ситуации являются там, нашими наибольшими партнерами в ближайшие там, несколько лет. Я полагаю, что для России в силу вышеотмеченного там, естественного географического положения, транспортные коридоры и их развитие в рамках кооперации торговой между Европой и Азией является там, основным, собственно, мейнстримом. Да, с точки зрения использования Транссиба, с точки зрения использования наших логистических портовых там, возможностей. Мы, как, собственно, группа СУМА, пытаемся следовать в рамках этой парадигмы и реализовывать наши проекты. Вы уже сказали про рабочие группы. Буквально вчера стало известно, что будут созданы также рабочие группы для реализации инфраструктурных проектов с Японией и Индонезией. В первую очередь речь идет, кстати, о Дальнем Востоке. Насколько сегодня вообще иностранные инвесторы готовы вкладывать средства в развитие инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке России? Вы знаете, в рамках там большой программы APEC, одна из инициатив, которая тоже получила развитие в рамках российского председательства, это создание надежных транспортно-логистических коридоров и устранение барьеров, коими являются там таможенные процедуры и так далее. Значит, была создана такая инициатива под названием Connectivity Map, то есть большая карта инфраструктурных проектов и, собственно, актуализация тем, которые потенциально препятствуют увеличению объемов там, и так далее. То есть это все наиболее интересные, значимые инфраструктурные проекты, и это перечень мер, которые позволили бы с точки зрения мягкой инфраструктуры снять те препятствия, которые есть по реализации таких проектов. Собственно, наверное, это всем известно там обстоятельство, что вот в порту Сингапур рассамаживание одного контейнера занимает 17 секунд. Да? В России, к сожалению, пока это сутки, 2 суток, 3 суток и так далее. Одна из там проблем – это, конечно, имплементация вещей достаточно очевидных. Там единое окно, то, о чем мы так много говорили, это штрих-код и так далее. Вот все эти меры позволили бы, конечно, России взаимодействовать и усилить свою инфраструктурную составляющую в регионе.
и в части касающейся там взаимодействия, кооперации торговой с Японией, Индонезией, особенно Китаем, потому что Китай является сопредельным и крупным торговым партнером России. Поэтому, мне кажется, последовательная реализация этих мер, в том числе внутри национального пространства, позволила, конечно, России занять то центральное положение, которое она там, по идее, может занять. Но все же, насколько возможно привлечение иностранных инвестиций в реализацию таких проектов и на каких условиях? Мне кажется, есть своя специфика работы с финансовыми институтами ориентальными, будем называть, там, азиатскими, да, и там, западными. Безусловно, есть там своя специфика. Но мне кажется, в конечном счете всегда будет торжествовать ее величество бизнес-модель. Если она у проекта есть, то при всей видимой сложности, спорности тех или иных проектов или длинной окупаемости, если она есть, то она есть. Да? И финансовые институты китайские, корейские, японские, они, безусловно, имеют гигантскую ликвидность, и, соответственно, эта ликвидность с точки зрения ими востребованного большого потока ресурсов, в которых нуждаются эти быстро развивающиеся экономики, особенно там китайская, которая все там при всей своей массивности, 7% в год, все равно это большой достаточно, для, по сути, уже развитой там экономики. Значит, я полагаю, что жизнь заставит. А те проекты, которые, соответственно, лежат рядом с российской инфраструктурой, там, с тем самым Транссибом, они все достаточно стреляющие, там, в пределах окупаемости 5-7 лет. Поэтому я думаю, что в рамках проектного финансирования, я сейчас говорю не только про наш проект, я говорю и про другие проекты, и про ресурсные проекты, не только про транспортный проект. Транспортные ресурсы, они там взаимосвязаны в большой мере. Поэтому я полагаю, что сама жизнь заставит кооперироваться и сотрудничать. А модель, как я повторяюсь, модель достаточно такая вдохновляющая этим проектом. Если говорить про конкретные проекты, то какие проекты сегодня реализует группа «Сумма» совместно с Китаем и какие планируют? Собственно, если говорить о проектах с группой «Сумма», это два проекта сегодня. Проект, к реализации которого мы приступаем, это терминал «Восточный угольный терминал». И второй проект, безусловно, более емкий и с точки зрения регионального своего развития, проект «Заруб». Соответственно, подписаны некоторые соглашения, в ближайшее время будут подписаны еще соглашения с некоторыми китайскими компаниями. Это проект, который призван оптимизировать, собственно, в какой-то части китайские транспортные потоки, в какой-то части, безусловно, российские, которые будут привязаны к реализации проекта Транссиба большого. Мы говорим о двух северных провинциях Хэлудзян и Цилин, для которых, соответственно, компании, производящие зерно, компании, производящие уголь, логистические компании, контейнерные, для которых перевозка на юг, который является основным, потребителем, гораздо более, соответственно, с точки зрения ценообразования и комфортнее, и дешевле, нежели, соответственно, по системе железнодорожной инфраструктуры внутреннего Китая. То есть это намного более экономичный путь. Собственно, полагаем, что порядка 60% этого проекта, конечно, будут китайские грузоотправители, для которых транзит на юг Китая будет, собственно, более привлекательным с точки зрения экономики, нежели по железной дороге. Это также возможный транзит между Китаем и Японией через Зарубино, а в будущем, в длинной перспективе, возможно, и между западным побережьем США и Китаем. Кстати говоря, о Зарубино, насколько я помню, инвестиции в проект составляют 120 миллиардов рублей. Откуда планируете привлекать средства? Мы предполагаем, что порядка 45, с учетом сегодняшнего курса рубля, наверное, это несколько больше, порядка 50-60 миллиардов рублей, это будут собственные деньги инвестора наши. Мы предполагаем, что с точки зрения, морской инфраструктуры, я веду фарватер, на углубление, рассчитываем тут на поддержку инвестарца нашего. И в том числе с точки зрения подходящей при портово-железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. С точки зрения стивидорного, стивидорная инфраструктура, это будут основные наши деньги, это выше отмечено 45-50, порядка 50 миллиардов рублей. То есть, насколько я понимаю, что деньги будут привлечены из бюджета?
Ну, в рамках там программы развития, собственно, Транссиба и БАМа, я думаю, эти деньги можно изыскать. Как вы считаете, могут ли санкции, которые были введены в адрес России со стороны ЕС и США, как-то повлиять на реализацию строительства порта Зарубина и вообще на реализацию других проектов группы «Сумма»? Ну, знаете, они не могут не повлиять, хотя потому что, ну, в целом, собственно, доступность финансирования, она стала, ну, намного более трудоемкой. При этом, соответственно, я повторяюсь, наш проект, я говорю конкретно сейчас про проект Зарубина, он, собственно, вне, наверное, зоны этой риска, потому что проект в основном рассчитан, соответственно, на развитие восточных территорий России, там, Алтая, Приморского края, Амурской области с точки зрения производства сои и возможного экспорта. И, как я выше отметил, северо-восточных провинций Китая. Если говорить про другие проекты группы «Сумма», ну, чувствительность, соответственно, у нас есть там, безусловно, проект, который находится в стадии реализации, проект Роттердама, строительство порта. Пока мы, собственно, исходим из того, что мы проект реализуем, исходя из собственных средств. Ну, как бы в дальнейшем мы, наверное, будем рассматривать возможность привлечения в рамках проектного финансирования средств там, западных банков. Пока какого-то такого давления или невозможности, или отказов у нас там не было. Зиявидин Гаджиевич, большое спасибо, что нашли время для беседы с нами, и удачи в реализации ваших проектов. Спасибо и вам.